Держи уже этот темп. Больше акцент. Вот сюда. Вот сюда. И фа. Самое главное в музыке – это как вложить в нее свою душу, свое переживание, свои чувства, радость, грусть. Все можно выразить через музыку. Да, благодаря этому конкурсу я окунаюсь в детство вместе со своим учеником. Когда бы я еще делала кораблик из бумаги, как не здесь. Узнали о конкурсе Елькен по сарафанному радио. У нас мальчик выиграл этот конкурс, второй телевизионный конкурс. И мы, радуясь его успехам, тоже решили как бы пойти по его пути. Расспрашивали, когда он будет ли, какие там требования. Все выпуски посмотрели, как ребятки там выступают, как они общаются, как они дают интервью. Ведь это тоже непросто. Я выбрал флейту, потому что у нее прекрасный звук, и звук берется благодаря дыханию. Но я пришел в музыкальную школу, когда у меня был еще второй класс по флейте. Артем пришел ко мне, он отучился первый класс не у меня, во втором классе он пришел в 8-ю музыкальную школу. Вот, и тогда мы с ним и познакомились. Вот. Я сразу ему предложила осваивать поперечную флейту. Вот. Мама как бы выделила семейный бюджет свой на это дело, потому что инструменты нынче дорогое удовольствие. И вот с тех самых пор он у меня стал учиться. И я сразу с первых шагов увидела в нем, что он очень ответственный, очень слышащий, слушающий, что выявила потом впоследствии, что у него и абсолютный слух оказался. До конца, до все 8 нот.
Мы 2,5 часа в день занимаемся на поперечной флейте. И еще 30 минут на фортепиано. Мы сначала делаем дыхательную гимнастику Стрельникова, потом принимаемся за флажолеты, потом за этюды и упражнения, а затем беремся за пьесы. Мне особенно нравятся разборы пьес. Очень много как бы физической нагрузки, спортивной нагрузки. Я, конечно, своей педагогической практике больше отдаю предпочтение мальчикам, потому что им это изначально легче, духовой инструмент им дается легче. Вот, то есть я обращаю, когда поступает ко мне ребенок в класс, я обращаю на это внимание. Но самое главное, конечно, это трудолюбие. Но его сразу не выявишь. Это в процессе учебы выявляется. То есть даже для меня не совсем важны музыкальные данные, потому что я глубоко убеждена, что от природы музыкальностью одарен любой человек, от мала до велика. А как он это применяет в своей жизни и как он это развивает в себе, это уже другой вопрос. Очень выразительно, прям с душой, от сердца, да, ну ничего, и дiminuendo, прям каждый звук от сердца отрываешь. Теперь 3 пиано, не просто пиано, не 2, 3, еще тише, иначе некуда будет тебе потом развернуться. Артем – это очень, конечно, интересный человек. Во-первых, он тонко чувствует музыку, откликается. А это очень важно именно в работе, что отклик, когда его нет, или когда это делается как-то насильно, с его стороны это всегда очень большая заинтересованность, погружение в процесс работы. Сейчас наш век – это век гаджетов, и первоначально моя цель – это чтобы ребенок был меньше в этом, во все погружен. Кто-то для этого ходит в музыкальную школу, кто-то для здоровья, потому что игра на флейте, она способствует правильному дыханию. Были у меня такие дети, которые лечились от псориаза, от астмы, играя на флейте. Это трудно. Вообще я своим примером, конечно, прежде всего. Но мне так, по крайней мере, кажется, что я их своим примером зажигаю, как-то влюбляю в музыку, и потом они уже встают на собственную музыкальную дорожку и идут уже по ней. Так, давай, вокалист 5-й. Подожди, нет, ты должен услышать вот эту паузу внутри. Я тебе не зря его сейчас дала, да? Как бы начинается со слабой доли он. Кроме флейты я рисую, хожу на школу креативной индустрии, курс звукорежиссуры, где мы там создаем электронную музыку и знакомимся с ним. Он много где участвует, и участвует не только как флейтист, но и как пианист, как теоретик, то есть у него и теоретические дисциплины, которые есть в музыкальной школе, это музыкальная литература, сольфеджио, все на хорошем, сильном уровне. Также он играет у меня в ансамбле, и в блокфлейтовом ансамбле, и в дуэте с флейтисткой. Сам он очень много слушает и делает, то есть не только то, что я ему сказала как педагог, но он что-то сам находит для себя новое, делится со мной, и мы потом это тоже используем в нашей общей работе. Мы участвовали во многих конкурсах, но Елкин для меня запомнился как
самый важный конкурс. Он еще очень важен тем, что он как бы телевизионный конкурс и довольно широкий. С подбором репертуара было тоже очень трудно, так как хотелось предоставить что-то интересное, то, что не было еще слышно ни жюри, ни публики. И как бы пересмотрели весь репертуар, все сборники переиграли, которые у меня были. Вот. И я вспомнила, что когда я училась сама в спецшколе СМК и готовясь к сольному своему концерту, моя учительница попросила композитора башкирского Ильдара Зильевича Хисамудинова написать специально для этого концерта музыку, что, собственно, он и сделал. И эту пьесу я передала Артему. У нас цифра 7. Артем, я тебя поздравляю. Это счастливое число, и пусть оно тебе принесет удачу на этом конкурсе. Я тебя очень люблю. Играй с душой и сердцем. Поздравляю. Артем, молодец. Скажи, сколько тебе лет? 13. 13. И сколько ты лет играешь на флейточке? На блокфлейте я играл 1 год, на большой флейте 4 года, а на пикколе 4 месяца. Это такое прям интересное. Да, да, да. И гипноз полный, да. И пикколочка у тебя очень прилично звучит. То есть и верхушки такие уже взрослые, профессиональные, вибрато хорошее. То есть мне очень твое выступление убедительно понравилось. Я тебя поздравляю. Молодец. Молодец. Артем, поздравляю тебя с выступлением. Вот мне интересно, мы часто видим, как люди играют просто на флейте, да? На пикколо-флейте обычно это скорее бывает, когда, ну, какая-то вынужденность, например, есть вакансия где-то пикколо-флейтиста или что-то такое. Все-таки вот как ты пришел к пикколо-флейте? Ты сам захотел, сам услышал, или действительно просто вы увидели интересную пьесу и решили освоить новый инструмент? Да, когда мы увидели эту пьесу, мы хотели даже еще привести пикколо. Здорово. А у тебя действительно очень так здорово звучат верхушечки, особенно, что на самом деле удивительно для меня лично, потому что ну, верхушки сложно брать. Обычно там у всех такой звук бывает очень напряженный, у начинающих музыкантов, во всяком случае. А ты там что-то успел его и прикрыть, и провибрировать, да, и как птички такие вот эти вот были, вот эти дошки у тебя отличные. Вот. И еще у тебя замечательный концертмейстер, у вас потрясающий ансамбль, звук перетекал из одной партии в другую. Вы очень здорово, мы как будто бы наблюдали вот эти мазки, да, вот по холсту, по бумаге акварельной. Желаем тебе удачи, надеемся, что уже очень скоро увидим тебя еще где-то на каких-то сценах с большими музыкантами. Спасибо большое. Поздравляем. Спасибо. Молодец. Но камер я особо не боялся. Я выступал спокойно, не взволнованно
и ничего не боялся. Здесь телевидение, здесь немножко другое. Нужно как бы показывать не только свои творческие данные, но и как ты себя держишь, как ты себя подаешь. Это тоже очень важно для становления артиста. Когда я узнала, что мы проходим дальше, конечно, мы были очень рады, как бы, что мы уже будем на телевидении, и уже об Артеме Демидове уже увидит вся республика. Дальше оставалось только играть хорошо, что, собственно, Артем и сделал вместе с Юлией Владимировной. И ты подхватываешь. И до конца доводишь ми, ре, ми, фа. И вот здесь, да. Да еще ярче. Только не верещи, не верещи, не ори. Оккультуривай звук, да? Для финала мы выбрали сердце. Но поскольку не было приложения для флейты, то сам композитор Ильнур Гальнурин придумал разложение для флейты, и мы решили его взять. Я работаю в его музыкальной школе, где он учится, и знаю его преподавателя. Он вырос на глазах, скажем так. Талантливый парень, участвовал в различных конкурсах, абсолютник, у него абсолютный слух. Ну и преподаватель его подошла, сказала про этот конкурс, что они хотят там участвовать. Спросила, нет ли у меня каких-то произведений, которые он может сыграть. Я ей предложил. Мы быстро все. Я сделал переложение. Это произведение было изначально написано для башкирской думбры. Мы сделали переложение для флейты. Там достаточно много проигрышей таких, которые я слышу, что в оркестре хорошо прозвучат, и Артему дадут такую хорошую поддержку. Ну и дальше пошла работа, репетиции. Я первый раз выступаю с Национальным симфоническим оркестром. Во время репетиции мы репетировали, как выступать и где стоять. Выбирали еще и темп. Было все очень строго и дисциплинировано. Научил не бояться, смотреть вперед, уметь и играть, и подавать себя, учиться быть харизматичным. Сегодня из уст маэстро Крюкова это много раз звучало, и я взяла это себе на заметку, что нужно еще учить ученика харизме, артистизму и красиво подавать себя. И вот мы благодаря этому конкурсу будем дальше продолжать над этим работать. Мы играли Скерца Ильнура Гальнурина. И когда я играю его, то у меня появляется гордость, что у нас в Башкортостане есть такие талантливые композиторы. Я переживал за Артема, потому что я знал его лично. Переполняла гордость, то, что исполняет, то, что она звучит прилично, звучит концертно. Очень хорошие вещи получились. Я была очень рада, что он в таком юном возрасте играет с именитым оркестром, с музыкантами, профессионалами, и как бы это дорогого стоит, и не каждому ребенку дается такой шанс. Я благодарю Елькин за такую возможность, которую вы даете детям играть с оркестром.
я настроила его, что это праздник, большой праздник для музыканта выступать с Национальным симфоническим оркестром. Мы на флейте играли 4 года, поэтому она меня никогда не подвела. И я надеюсь, что эта флейта не подведет меня и сейчас. Ильнур Гайнуллин, скерца. Исполняет Артем Демидов, флейта. Детская музыкальная школа номер 8, город Уфа. Класс преподавателя Айгуль Хакимовой. школа номер 8, город Уфа. Это мой первый ученик, который играет с оркестром, поэтому это такое очень сильное волнение. Ну, все прошло как идеально, да, как я и рассчитывал. Молодец. Лауреатом третьей степени нашего конкурса становится Артем Демидов. Детская музыкальная школа номер 8, город Уфа.